Как стать крутым музыкантом так, чтобы давать настоящие концерты? И этому тоже можно научиться. Уфа принимает второй всероссийский музыкальный конкурс имени Дмитрия Кабалевского. Василий Федорович, расскажите, пожалуйста, немного о самом конкурсе. У нас в этом году уже более 150 участников, то есть это больше, чем у нас было полтора года назад. Расскажите, пожалуйста, о престижности этого мероприятия. Лауреаты, которые вот здесь получили первые, вторые, третьи места, они получают такую путевку уже и отбираются в международный конкурс. Участвуют исполнители на фортепиано, струнных, духовых и ударных народных инструментов, а также вокалисты и целые коллективы. Несколько дней из Шаляпинского зала Уфимского института искусств имени Загира Исмагилова доносятся легендарные мелодии. Ты играла для жюри или все-таки для себя? Я играла для себя. Когда я выхожу на сцену, то если я думаю, что я играла только для себя, мне становится как-то легче и увереннее играть. Потому что все-таки мы играем для себя на сцене, а не для жюри. Они лишь только оценивают нас. Конкурс носит имя советского композитора и педагога Дмитрия Кабалевского. Помимо того, что он написал много партий, он и научил огромное количество ребят виртуозно исполнять великие мелодии. В состав жюри конкурса входят известные музыканты, профессора ведущих учебных заведений искусства и культуры нашей страны. На мой взгляд, это один из замечательных конкурсов, который имеет свое лицо и имеет свою особенную атмосферу, потому что фонд имени Дмитрия Борисовича Кабалевского, который является основным организатором конкурса, не только проводит конкурсные прослушивания, но и курирует потом своих лауреатов, предоставляя им возможность участия в концертах, участия в мастер-классах. Участие здесь – это огромный вклад в свою музыкальную карьеру уже сейчас. Тут собрались только самые талантливые. Такой музыкальный интенсив длится несколько дней, оценивают настоящие профессионалы. Но бонусом ко всему этому является то, что здесь можно просто насладиться качественной симфонической музыкой. Радмила Минибаева, Руслан Бигбаев специально для Горы новостей.